Международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» возродился после вынужденного ковидного перерыва. 11 художников из разных уголков России приехали в Абхазию и каждый день будут выезжать в знаковые живописные места, чтобы писать с натуры вместе со студентами художественного училища и факультета искусств Абхазского государственного университета. Декан факультета, основатель арт-пленэра «Краски осени» Нукзар Логуа приветствовал гостей и рассказал о достижениях за прошедший с последней встречи период. С тех пор, как мы не виделись с вами, у нас тоже произошли некоторые изменения в положительную сторону. Вы сами можете убедиться через некоторое время. Сегодня мы с вами спустимся, посмотрим, какие новые мастерские у нас появились. Для того, чтобы проводить мастер-классы и другие занятия, для этого созданы уже более или менее соответствующие условия. Чем еще мы можем похвастаться, но успехи у нас очень хорошие. Выпуск был замечательный в этом году. Мы выпустили 29 человек. Ежегодно мы выпускаем по 25, по 29, до 30 человек. Приемы продолжаются, открываются новые направления. У нас в этом году уже новое направление – скульптура. Как вы знаете, скульптура – это очень сложное направление. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Огварамия приветствовал участников фестиваля и пригласил их присоединиться к празднованию 90-летия Абхазского государственного университета. Я очень рад видеть здесь знакомые лица, новых людей. Хотя обстановка такая, но жизнь продолжается. И поэтому мы много думали перенести празднование 90-летия нашего университета или все-таки провести по намеченному плану. Остановились на последнем. Очень много гостей будет у нас с 13 по 16 октября. Будем праздновать 90-летие. Среди российских гостей арт-пленэра есть те, кто много лет участвует в «Красках осени», и те, кто приехал впервые. Анатолий Данилов, например, народный художник Чувашии, давний друг Абхазии и постоянный участник международного арт-пленэра. У художника даже вышел отдельный сборник с абхазскими работами. Мне очень приятно, что арт-пленэр, абсный арт – это уже традиция. Это уже не просто пленэр, это традиция, которая имеет свои инновации, имеет свой опыт прошлый. И благодаря вот этому опыту мы можем выстроить общую нашу практику и так работать, чтобы это было полезно. Во-первых, для студентов, безусловно. Во-вторых, для всех тех, которые приехали сюда. Кстати, на этой прессе я подготовил для студентов лекцию по живописи старых мастеров с полной презентацией, поэтому я вас всех приглашаю. Приглашаю не только студентов, но и всех, кто желает. Расскажу очень интересные моменты. Почему? Потому что без знаний традиций инноваций ничего не стоит. Впервые в «Красках осени» принимает участие представительница Татарстана, координатор пленэрно-выставочной деятельности Союза художников Республики Татарстан Антонина Елисова. Она поблагодарила организаторов за приглашение и рассказала о схожем опыте Татарстана. Татарстан из года в год реализует грантовые проекты. В прошлом и позапрошлом году у нас был чудесный, замечательный проект, который назывался Чистополь Возрождение. Это старинный город, очень достаточно известный. А в этом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив мы реализовали международный пленэр «Многонациональная палитра Прикамья». Художников, участников было достаточно много, 50 художников у нас было. Приехали более чем из 15 регионов России и зарубежья. И второй год мы бываем в этом районе, так называемом, очень отдаленном в Татарстане, он называется у нас Агрыз. И, собственно говоря, в этом году уже мы с помощью Союза открываем в городе Агрыз галерею. В этом году на картинах участников пленэра можно будет увидеть Кындыкскую крепость, исторический центр Сухума, пейзажи озера Скурча и национальный колорит Апсны парка. Финальная выставка состоится 11 октября в главном холле Абхазского госуниверситета. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.